Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О сегодняшней эпидобстановке в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется наличием 115 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. При этом в столице города и республики, в городе Якутске выявлено 42 новых случая. И необходимо обратить внимание, что тенденцию роста сохраняет, к сожалению, Мирнинский район, в котором выявлено 24 новых случая. 14 случаев выявлено в Тампонском районе. Я хочу обратить внимание жителей Тампонского района на необходимость усиленного соблюдения требований, которые установлены в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, и на недопущение непосредственно его нарушения, которое классически повлекло и возникновение такого количества заболевших. По 6 случаев регистрируется в Алданских и Нерюнгринских районах. В целом еще в 8 районах, и то есть сегодня в целом всего в 14 районах республики зарегистрированы случаи. В 8 районах случаи зарегистрировано от 1 до 5 случаев. Необходимо обратить внимание, что оценивая ситуацию за январь, а прошел именно полный январь, в целом идет определенного рода снижение в целом по республике. Однако есть ряд районов, в которых непосредственно ситуация остается действительно далеко не стабильной, а напряженной. За сутки лабораториями республики продолжают работать лаборатории как Роспотребнадзора, так и медицинских учреждений. За сутки проведено 1500 исследований, несмотря на воскресный день. Всего с началом пандемии в республике проведено 923 тысячи исследований. На 1 февраля 2021 года необходимо обратить внимание, что получили уже прививку от новой коронавирусной инфекции почти 19 тысяч человек. Я думаю, что сегодня этот порог мы преодолеем. В том числе за сутки воскресные сутки прошло у нас через вакцинирование 485 гражданина. Вакцинация проводится в городе Якутске и в 32 районах республики. Необходимо обратить внимание, что только 2 района у нас остались без доставленной вакцины: Вена-Бытантайский и Жиганский. Главой республики только что на оперативном штабе дано поручение, с учетом уже сложившейся ситуации, урегулировать вопрос по быстрейшей доставке вакцины, в том числе и в эти улусы. Сегодня активно получают вакцинацию в городе Якутске 7150 человек, в Мирнинском районе больше 1000 человек, в Алданском, Вилюйском и Нюрбинских районах. Меньше всего провакцинировано в таких районах, как Ленский, Булунский, Кобяйский, Верхоянский. К сожалению, меньшее количество вакцинированных, уменьшилось количество вакцинированных в Горном и Усть-Алданских районах. Необходимо обратить внимание, что вакцина является способом предотвращения и распространения коронавирусной инфекции. И, соответственно, сегодня непосредственно все медицинские учреждения республики, а у нас создано уже около 500 прививочных бригад, направленных на то, чтобы проводить вакцинацию населения. Анализ провакцинированных граждан на территории республики показывает, что в основном вакцину прошли медицинские работники, работники учреждений образования, работники социальной сферы. А 4-е место среди провакцинированных занимают работники учреждений, работающих с людьми. Это как в области питания, так и в области обслуживания населения. Поэтому хотим обратить внимание, что сегодня у нас выделены еще отдельные группы, которые подлежат непосредственно обязательному приоритетному вакцинированию. И это прежде всего наши пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Именно для них вакцина является наиболее важным способом того, чтобы непосредственно прежде всего само заболевание, если оно вообще возможно или возникнет, оно проходило легче и для того, чтобы не заболеть вообще. Поэтому, конечно же, мы призываем пожилых граждан и граждан, непосредственно болеющих хроническими заболеваниями, в наши больницы для того, чтобы непосредственно пройти вакцинацию. Спасибо.
Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Совместными усилиями Якутского и Амурского управлений ФСБ удалось задержать вербовщиков группы радикального ислама на территории нашего региона. Теплое здание, хорошее, здесь раньше жили люди, все условия будут созданы. Для погорельцев Алекминска готовят жилье для временного размещения. Между тем, власти рассматривают и другие варианты помощи. А в завершении выпуска расскажем о погоде в Якутске на неделю. Забегая вперед, синоптики говорят о потеплении в столице. Управление ФСБ Якутии совместно с амурскими коллегами пресекли незаконную деятельность модератора радикального ислама. Уроженец Средней Азии приехал в наш регион на заработки. В итоге он осуществлял поиск и вербовку лиц из числа местных жителей для последующей их отправки за рубеж и вступления в террористическую организацию. Показывал медиафайлы, пропагандирующие деятельность запрещенной террористической структуры. Убеждал в необходимости оказания помощи боевикам, в том числе путем личного участия в боевых действиях. 21 января решением Первого Восточного окружного военного суда он признан виновным в содействии террористической деятельности и приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. К другим темам: в карты учета медосмотра или диспансеризации будут записывать результаты исследований и осмотров. Попадут в карту и выявленные факторы риска, а также другие патологические состояния и заболевания. Также можно будет узнать, относится ли пациент к льготной категории, например, если он инвалид или ветеран войны. В ходе диспансеризации пациент должен посетить терапевта, офтальмолога, онколога, проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, а также пройти другие компьютерные исследования. В республике продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, сегодня в поликлинике номер 1 города Якутска вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК получили артисты Русского академического театра. Пациент подходит со справкой от терапевта об отсутствии противопоказаний. Также по желанию заранее можно сдать анализ на ИФА. Правда, в самих поликлиниках такая услуга пока не оказывается. Перед вакцинацией проходит собеседование с медработником. Человеку измеряют температуру тела и артериальное давление. Далее следует заполнение анкеты и формы добровольного информированного согласия. Вакцину заранее достают из морозильной камеры. В течение получаса она должна разморозиться. Одна ампула ГАМ-КОВИД-ВАК рассчитана на 5, и если 5-й пациент не явится, предназначенную ему дозу придется утилизировать. Ну, сначала, конечно, было волнительно, такой процесс-то ответственный, вот. Но все параметры вроде в норме. И самое главное, самое приятное, что легкая рука у того, кто ставит вакцину. Незаметно прошло. Ну, сейчас будем ждать результата, полчаса отдыхать. Не все нюансы, конечно, я знала. Ну, в общем и целом я знала, что там будут ограничения по физической нагрузке, по каким-то продуктам, что нельзя употреблять в ближайшее время. Системы пожаротушения проверят во всех объектах образования Якутии. Соответствующее поручение дал глава Министерства образования и науки региона Михаил Сивцев. Работу в данном направлении усилят после пожара в селе Кустур Эвено-Бытантайского района Якутии, где 29 января полностью сгорела школа. В данное время ученики переведены в здание детского сада Кенчери. 109 школьников будут учиться в 2 смены. При этом 57 воспитанников детского сада переместили в здание пристроя местного культурно-спортивного комплекса. Школьники из малообеспеченных семей будут ездить бесплатно на пригородных маршрутах в Якутске. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев в ходе отчета перед Гордумой. В сообщении сказано, что с апреля 2021 года будет введен бесплатный проезд для школьников из малообеспеченных семей на пригородных маршрутах. Решение принято, расчеты есть.
Сегодня студенты Вилюйского профессионального педагогического колледжа перешли к традиционному формату обучения. Там обучаются свыше 700 человек. К слову, в одной из старинных кузниц педагогических кадров объявлен год физкультурного отделения, который был основан 20 лет назад. В рамках этого студенты, вернувшись к привычным занятиям, провели спортивные оздоровительные состязания. С этого года мы начали очное обучение. С прошлого года мы учились дистанционно форму обучения, и это было очень, как сказать, неприятно именно в физическом плане. И вот мы наконец-то с этой недели начали очное обучение, и мы этому очень рады. А в Амгинском районе 2021 объявлен годом семейной экономики. Главы наслегов подвели итоги 2020-го. Также в торжественной обстановке вручили символ этого года – шестиугольник, который ассоциируется с семьей, как с ячейкой общества, которые собираются в соты, создают устойчивую систему общества и государства в целом. В течение всего 2021-го среди наслегов будет объявлен конкурс по критериям. Первое место получит МТЗ-82, то есть Белорус трактор. Да. Второе место санитарка УАЗик и Ксентай трактор. Третье место. Но здесь критерии в основном, если так обозначить, овощи закрытого, открытого грунта, да, скороспелая отрасль, как повторил, собирание дикоросов, да, активное участие во всех общественных мероприятиях наслегов, субботники там и так далее. Да? Но в целом направленность будет именно на домашнюю семейную экономику. Главный вопрос, который встал после пожара в жилом многоквартирном доме в поселке Авиапорт в Алекминске, где разместить жильцов, оставшихся без крова над головой. Предварительное решение есть, но отрабатываются максимальное количество вариантов. Елена Фаст с подробностями. Чуть больше недели прошло со дня пожара в многоквартирном жилом доме на улице Кузьмина. Меры были приняты незамедлительно. Открыт сбор вещей, денежных средств. Но все это не могло решить вопрос 26 семей, где жить в дальнейшем, учитывая, что многие семьи с детьми, а на улице низкие температуры. Тут будет обустроено общежитие с благоустройством, с теплыми комнатами. Тут будет заселено 12 семей. Также у нас высвободились 2 квартиры по Кубертиново, дом 9. Тоже туда люди будут заселяться. Ну и ждем ответа от Транснефти по квартирам для именно семей с детьми. Одно из зданий более чем подходит для временного размещения. Огромный плюс – очень теплое. Для ускорения вопроса по размещению к работам здесь приступили сразу. На сегодняшний день какая вообще у них ситуация, как у них все? Ну, кто как, где-то у родственников, где-то у родных ютятся. Все ждут, вот, когда мы закончим здесь ремонт. В основном большинство здесь будет жить. У нас сейчас работает бригада 5 человек. Здесь полностью будет сделан капитальный ремонт, сделано отопление новое поставлено, новая проводка и обязательно все меры пожарной безопасности. Конечно, вид пока неказистый, но ремонт только начался. А учитывая уже подведенное тепло и то, что здесь будет благоустройство, вариант более чем приемлемый. Теплое здание, хорошее. Здесь раньше жили люди, все условия будут созданы. Плюс раньше они жили в доме, где была частично благоустроенные комнаты. А здесь будет полностью благоустройство, душ, туалет и так далее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. С сегодняшнего дня открылись читальные залы Национальной библиотеки. Теперь посетители, как и раньше, могут приходить и работать с материалом напрямую в зале. Но при этом нужно заранее забронировать себе место на сайте библиотеки или через колл-центр. При посещении нужно соблюдать все меры предосторожности. Сейчас возобновили работу все 5 читальных залов. С 13:00 до 14:00 их закрывают. Во время перерыва сотрудники проводят дезинфекцию помещения, а после каждого посетителя книги и журналы отправляют в специальный карантинный отдел на 5 дней. Также есть ограничения в количестве читателей. Пропускают по 5-10 человек в один зал. Уменьшились количество посадочных мест в читальных залах. Кроме этого, у нас все по времени, да, и обязательные санитарно-гигиенические меры предпринимаем. То есть обработка поверхностей, проветривание. Там и другие меры предпринимаем. И к нам обязательно заходят в масках, с перчатках,
Сегодня у нас действительно очень волнительный праздник, потому что после длительного перерыва наши читальные залы распахнули свои двери, поэтому даже вот включили музыку, все в приподнятом настроении. Конечно, для нас это большая радость и такой вот, действительно момент волнительный. И в завершении выпуска прогноз погоды в Якутске на неделю. Согласно данным Гидрометцентра России, ожидается облачность, небольшой снег и потепление до минус 35 градусов днем. В среднем ветер будет достигать 1-2 метров в секунду, за исключением вторника. Там порывы будут в пределах 4 метров в секунду. Хоть днем и будут заметны потепления, ночью все же низкие температуры. К примеру, в среду столбик термометра опустится до минус 46. Самый теплый день прогнозируют в пятницу. Если верить синоптикам, можно будет провести время на свежем воздухе, дыша полной грудью при температуре не ниже минус 35 градусов. И на этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.